Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. В Татарстане не хватает вакцины от гриппа. Я думаю, это безобразие. Чем это связано? Проблему изучила Лейсан Сабирова. Учиться на всех парах. Прибытие бригады до пациента время должно быть максимум 15 минут. О проблемах и перспективах скорой неотложной помощи расскажет Алина Бережная. Что нам стоит парк построить? Тогда мы можем и отдыхать. Овраг на пересечении Новаторов и Галеева может стать посадкой и парковкой. А что со строящимися высотками, выяснял Рамиль Шайдуллин. Научное и образовательное сотрудничество. Сегодня в Москве Рустам Минниханов встретился с руководством Роскосмоса. Президент Татарстана Игорь Комаров обсудили возможные аспекты взаимодействия. К какой договоренности пришли, нам по телефону сообщит собственный корреспондент ТНВ в Москве Дина Газалиева. Государственная корпорация «Роскосмос» была создана всего 2 года назад, и главная цель этой организации – проведение общей реформы ракетно-космической отрасли России. Уже есть результаты. Кипит работа на космодроме «Восточный». Совершен первый успешный запуск ракеты. А сегодня в офисе Роскосмоса в Москве встречали гостей. Рустам Минниханов провел встречу с руководителем госкорпорации Игорем Комаровым, к слову, в кабинете которого над переговорным столом висит большой портрет Юрия Гагарина «Время первых». Сегодня в ходе общения президент Татарстана предложил активнее развивать обоюдные образовательные программы между госкорпорацией и вузами республики. Также и в научной сфере, ведь у Татарстана накоплен солидный багаж по линии авиастроения. Сегодня в ходе переговоров стороны обсудили и пришли к выводу, что предприятия республики готовы выполнять заказы Роскосмоса на изготовление необходимых технических компонентов. В компетенцию госкорпорации как раз входит размещение заказов на разработку, производство и поставку объектов космической инфраструктуры. Коснуться достигнутой договоренности и строительного блока республики. Наши специалисты будут привлекаться для обустройства и строительства, которое продолжается на космодроме «Восточный», в том числе в городе спутники космодрома. Там недавно были сданы несколько жилых домов и 2 детских садика для семей сотрудников «Восточного». Дина Газалиева, ТНВ, Москва. И сегодня же Рустам Минниханов в Казани утвердил облик медиакомплекса ТНВ, но отклонил проект административного комплекса СИЗО. Заседала межведомственная комиссия по градостроительству в исторической части столицы. По мнению президента Татарстана, Кировский район и его архитектурные особенности пока недооценены. Почему важно обеспечить здесь изначально верную застройку? Верно-неверно сейчас гадают на новаторов в Казани. Здесь вместо зеленой рощи выросли каменные джунгли. Строят несколько высоток, хотя по генплану это рекреационная зона. Это подтвердил Верховный суд Татарстана, куда обратилась прокуратура после жалобы жильцов. Рамиль Шайдуллин разбирался в границах дозволенного. 3-й год вместо рощи, которая была полна птиц, зверей, я вижу эту стройку. Стройка перед домом незаконна, уверен сторожил двора Гарон Галимов. Он и соседи хотят места отдыха. Только парковая зона. Тогда мы можем и отдыхать, и с ребятишками гулять. Но дома рядом как строились, так и строятся. Ну, снимать потом будете. Сейчас я позвоню начальству. Приедет, будет решать. Между тем, в соседних домах жильцы уже продают квартиры и съезжают. Боятся, что от новой стройки их старые дома не выдержат. Вибрация в доме даже. Посуда трясется, да, звенит все. Но тряска внутри – это еще полбеды. С недавних пор дом начал в прямом смысле трещать по швам, а трещины снаружи заходят и в квартиры. После этих ударов свай подоконник у нас лопнул. Жители написали в прокуратуру, а та, в свою очередь, обратилась в суд. Выяснилось, что согласно генплану, эта зона рекреационная, а значит, строить высотки нельзя. Однако правила застройки Казани здесь разрешают возводить здания только до 10 этажей. Верховный суд из прокуратуры удовлетворил. Как же разрешили строить там, где нужно отдыхать? Мы спросили в исполкоме. Судебное решение не отменяет действие разрешительной документации на строительство, которая была выдана до вынесения судебного решения. Решение еще не вступило в силу и будет обжаловаться. Сейчас стороны ждут выписки решения суда, что и определит дальнейшие действия и исполкома, и прокуратуры. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Что придет раньше, вакцина или грипп? Гадают в Челнах и Нижнекамске в Татарстане перебои с вакциной. А желающих сделать прививку немало, ведь обещали, что в этом году на республику идет опасный гонконгский грипп, и привить должны были каждого второго. Кто допустил прокол, разбиралась Лейсан Сабирова.
Привит значит защищен. Пройти вакцинацию в начале октября для Гумара Сагирова – дело традиционное. Вакцины нет. Ответ в регистратуре застал пенсионера врасплох. Я думаю, это безобразие. И непонятно, то ли у города нет средств на закупку вакцины, то ли какая-то проблема у производителя вакцины. Первая волна вакцинации в Челнах длилась месяц. Партии хватило на 11 тысяч детей и 40 тысяч взрослых. Это только каждый 10-й. Горожане в режиме ожидания. Что придет первым – грипп или вакцинация? Такая ситуация сложилась сразу в нескольких районах республики. В Нижнекамске 10 дней не было вакцины. Заявка от региона формируется Минздравом Российской Федерации, и поставки вакцины тоже идут из Минздрава России. К сожалению, вакцина не всегда поступает в тот момент, когда нам необходимо. Усугубляет ситуацию сообщения о новых формах вируса. Татарстанцы массово побежали вакцинироваться. Повезло больше казанцам. Кардинально отличается ситуация в Казани. Здесь вакцинацию можно пройти не только в поликлиниках, но и вот в таких вот мобильных пунктах. На прививочку заходите. Пришел, показал документы, и тебе сделали вакцинацию. Правила просты. Дежурили с 13:00 до, получается, до 5 дежурим. И привиты у нас ровно 98 человек. Сейчас в Татарстане привита лишь половина от плана. По словам врачей, уколы сделают всем желающим. Пришла вторая половина заказанной вакцины. Привить медики планируют 40% населения республики. Лисан Сабирова, Марат Зайдуллин, Динара Камалова, ТНВ. Сегодня в Казани после капремонта открылась 6-я станция скорой помощи. Так совпало, что в этот день столица принимает масштабную конференцию фельдшеров России. 800 врачей из регионов обсуждают и проблемы, и достижения. Новые технологии, автопарк, санавиация. Но есть еще и над чем работать. Что тормозит скорую, расскажем в 21:30. Остановить по требованию по новому административному регламенту ГИБДД прав у автоинспекторов стало больше, а у водителей, соответственно, меньше. Так, с 20 октября инспекторы вновь смогут останавливать автомобили и мотоциклы вне стационарных постов. Документы теперь предоставляются без обложки удерживающих устройств. Исчез из нового регламента и пункт о непрепятствии фото и видеосъемки со стороны сотрудников ГИБДД. В свою очередь, представителям закона запрещаются любые виды высказываний и действий дискриминационного характера. Когда каждая минута дорога, семья Шафиковых из Арска просит поддержки двухлетней дочери. Адиле срочно нужна операция. У девочки редчайшая болезнь. И в сентябре она начала прогрессировать. Ребенку могут помочь в Германии, но у семьи нет денег на операцию. А нужно 900 тысяч рублей. И если даже каждый казанец перечислит по рублю, малышка спасена. Большой секрет. Большой секрет. Поет, танцует, умеет считать. Маленькая Диля из Арска с личиком ангела, как и все дети, любит играть с игрушками, смотреть мультфильмы и гулять на улице. Тромб вот он так набух. У нас на щеке, на шее. Вот. И такие пятна по всему телу. Редчайшая болезнь, венозная ангиодисплазия. С таким диагнозом родилась Диля. Сосуды в организме все увеличиваются, образовывая варикоз, а потом появляются тромбы. В России у врачей нет опыта и оборудования для лечения такой болезни. В группе общаемся с девочками по всему миру, у которых дети с таким заболеванием. Ну, разные, болезнь течет по-разному, у всех по-разному проявляется. Предугадать нельзя, что будет дальше. Укол каждый день делаем, чередуем. На руку, в животик вот, и на ножку. 3 укола в день, мази и массаж. Так Лилия старается помочь своему ребенку. Но единственное спасение – операция. Ее согласились провести в феврале в Германии. Спасение жизни Адили стоит 900 тысяч рублей. Но такую сумму семья Шафиковых самостоятельно собрать не может. Помочь в лечении малышки может любой желающий. Реквизиты банковского счета семьи Шафиковых на экране. Алина Бережная, Марат Зайдуллин, ТНВ Арск. Не стало Михаила Медведева, известного казанского фотографа и путешественника. Он скончался после долгой болезни. Фотографировать Михаил Медведев начал с 13 лет. Он вел летопись строительства КАМАЗа, был фотокорреспондентом ТАСС. Ему принадлежит серия фоторабот из Африки, Южной Америки и Антарктики. А его снимок Путина на Сабантуе облетел весь мир. В последние годы Михаил Медведев работал в группе компаний «Таиф». Похороны состоятся завтра в 11:00 на Арском кладбище в Казани. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Когда в борьбе за человеческую жизнь важна каждая секунда. Я отпускаю. Давай.
Как спасатели из регионов России работали на казанских завалах, увидел Сергей Хайдаров. Что биеннале нам готовит? Выявить наиболее талантливых молодых людей и дать им возможность реализоваться. Зачем молодые архитекторы съезжаются в Иннополис, узнал Дмитрий Аринин. Научное и образовательное сотрудничество. Сегодня в Москве Рустам Минниханов встретился с руководством Роскосмоса. Тем временем в Казани может появиться штаб-квартира Национального комитета «Шелковый путь». Такое предложение сегодня высказали на совещании Фонда Возрождения. Его провел Ментимир Шаймиев. Обсуждали работы на объектах ЮНЕСКО и разработку транснациональной номинации «Шелковый путь». Он охватит объекты из 40 российских регионов, а также зарубежья. Относительно на соборе. 10-го обещали, 10-го тепло дали. Так дела идут. У нас даже отставания нету. В Рыбнослободском районе в поселке Черепаш появится комплекс по разведению стерляди. Запланированные объемы 4 миллиона тонн в год. Он станет самым крупным в стране. Татарстан и Федеральное агентство по рыболовству подписали соглашение о взаимодействии. Помимо строительства нового комплекса, документ подразумевает объединение усилий по охране рыбы и борьбе с браконьерами. Также серьезно задумываются в республике над разведением судака. Основная задача будет это воспроизводство стерляди в акватории Камы и Волги, что даст, конечно, дополнительные возможности через определенное время как для промышленных рыбаков, так, конечно, и для рыбаков-любителей. Производство кормов нам надо еще будет себя в республике продумать и технологии получить, и начинать производство кормов для рыбы. Иначе, будет очень проблематично такие объемы выращивать. Уже через 2 дня в Абу-Даби стартует чемпионат мира по рабочим профессиям. Молодые профессионалы из 76 стран будут бороться за звание лучших. В сборной России 58 человек. 8 из них татарстанцы. Так Булат Галиуллин поборется за звание лучшего среди плотников. Александр Александров в информационно-кабельных сетях. Салават Замалиев среди работников с металлическими конструкциями. Павел Фадеев и Андрей Дюбанов в компетенции мобильной робототехники. Альберт Минеев в компетенции инженерной графики. Александр Крайнова среди специалистов медицинских и социальных работников. Вадим Поляков по холодильной технике. Сегодня они приступили к тренировкам. 9 октября мы прилетели в город Абу-Даби. В настоящее время идет активная подготовка к чемпионату. И сегодня же мы посетили школу прикладных технологий для мальчиков в Абу-Даби для культурного обмена в рамках программы «Одна школа, одна страна». Я очень рад, что могу представлять свою страну. Когда на работе в прямом смысле завал, в эти дни в Татарстане развернулись полномасштабные учения МЧС. Порядка 60 спасателей из регионов России уже проверили себя на самом сложном этапе. Чего стоит спасенная человеческая жизнь, увидел Сергей Хайдаров. Казань – взлетная площадка МЧС. Десятки спасателей грузятся в вертолет. По легенде, в одной из пещер Камского устья завалило группу туристов. Спасателям приходится пробираться к пострадавшим по диким местам. Но самое сложное впереди. Самое сложное было таскать пострадавших в ущельях, в пещере. Потому что там дорога не является прямой. Там повороты, узкие проходы. Тяжеловато. Тяжеловато – это мягко сказано. Еще вчера спасатели работали в горных ущельях Камского устья. Уже сегодня спасают людей из-под городских завалов. Одна из самых сложных задач операции по спасению – это достать пострадавшего из-под вот такой бетонной плиты. Для этого спасателю нужно проползти под ней около 5 метров. Роль самого пострадавшего выполняет вот такое вот бревно. Но чтобы пробраться к нему, спасателю нужно проломить бетонную преграду. Спасатели говорят, очень часто людей приходится доставать из самых труднодоступных мест. Пострадавшие иногда полностью обездвижены. На помощь спасателям приходит специальная техника. При его помощи искали человека, который лежа под плитами, они не знали, в каком месте на этой площадке он лежит. Он лежал под плитами и буквально подушечкой пальца тихонечко вот так вот проводил по бетону. Абсолютно тихонько. И прибор улавливает уже этот звук. Тяжелый день у отрядов МЧС и завтра. Спасательно-тренировочные сборы запланированы до 13 октября. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
В России выходят в свет новые деньги. Презентация банкнот 200 и 2000 рублей прошла сегодня в Москве. Напомним, голосовали за символы в июне прошлого года. Теперь на купюре номиналом 2000 рублей символы Дальнего Востока. На купюре 200 рублей символы Севастополя. Деньги вступают в обращение уже сегодня. Когда мы проанализировали вот именно в количествах банкнот, которые выпускаются, у нас больше всего потребность в тысячных купюрах и затем в 100-рублевых купюрах. Это показывает, что не хватало промежуточного номинала 200 рублей и 2000 рублей. А в Иннополисе молодых профессионалов ждут завтра. Здесь откроется первая в России молодежная архитектурная выставка. На биеннале пройдут деловые встречи, а молодые архитекторы узнают, чей квартал будущего лучший. Все детали предстоящего действа у Дмитрия Аренина. Местом встречи молодежного биеннале символично стал Иннополис. Самый современный молодой город России. И спроектированный, кстати, тоже молодыми архитекторами. Сейчас молодые архитекторы съехали сюда, чтобы узнать, чей из 30 проектов лучший. По заданию конкурса нужно было разработать многофункциональный квартал со свободной планировкой, но ограниченный 4 улицами. Особенность этого проекта в том была, что изначально задач никаких не было. Поэтому мы должны были придумать сами, какую задачу мы хотим решить. Лучший проект ждет сразу несколько призов. Это 3 главные премии: золотая, серебряная и бронзовая, и 2 специальных приза от Минстроя России и правительства Татарстана. 2 татарстанских команды, одна самостоятельный архитектор, одна команда, творческий коллектив, прошли в число финалистов. Вообще задача биеннале в первую очередь выявить наиболее талантливых молодых людей и дать им возможность реализоваться. Также по итогам биеннале из лучших проектов составит экспозицию, которая будет путешествовать по городам России. Ее можно будет увидеть и в Казани. Откроется биеннале завтра и продлится 3 дня. Помимо конкурса здесь пройдет обширная деловая программа, где специалисты будут общаться между собой и искать новых партнеров. Дмитрий Аренин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Иннополис. Достойные награды в копилке нашей телерадиокомпании. Сегодня в Республиканском агентстве по массовым коммуникациям подвели итоги освещения масштабных событий: Всемирного конгресса татар, Кубка конфедерации и других. За освещение одного из главных мероприятий в футбольном мире руководитель агентства Айрат Зарипов вручил благодарственное письмо генеральному директору канала Ильшату Аминову. Высоко оценили работу заместителя директора телеканала Владимира Матвеева. Благодарственное письмо президента Татарстана получила главный редактор службы новостей Сария Хабибулина. Благодарственным письмом за творческий подход в освещении съезда Конгресса татар отметили корреспондентов Лейсан Сабирову, Айзат Шеймарданова, Нияза Рахмана и Лину Зинатуллину. Высоко оценили работу и редактора программы «Татарлар» Лейсан Садридинову. В списке отмеченных техническая служба программ и телеоператоры. Бодры духом и молоды душой – это о тех, кто занимается скандинавской ходьбой. Модный вид спорта с каждым годом становится все популярнее не только у молодежи, но и среди пенсионеров. Для здоровья нам нужна скандинавская ходьба. Вот так скричала казанские пенсионеры начинают тренировку. Среди самых активных Виктория Корейба. В этом спорте не новичок, занимается почти год. Среди недели я хожу одна, а вот когда в субботу мы коллективом, это очень приятное такое мероприятие. Специальные палки, подобранные под рост, контроль пульса и соблюдение техники скандинавской ходьбы. Вот основные правила. Но оказывается, немногие их соблюдают. Вы видите много людей, которые ходят с палками. И большинство из них занимаются не скандинавской ходьбой, а ходьбой с палками. Для пенсионеров занятия физическая активность и отдушина. На любимой ходьбе даже песню посвятили. Кроссовки и сапожки, и палочки с застежкой. Энергии прибавилось, настроение, драйв. Пройти скандинавской ходьбой может любой желающий. Каждую субботу в 9 утра в парке ДК «Химиков» проходят открытые занятия. Алина Бережная, Мирзалюшев, ТНВ, Казань. Пернатые охотники появились в зоопарке при конно-спортивной школе в Набережных Челнах. По соседству с лошадьми, помимо других птиц, теперь поселились ястребы-стервятники. Крылатые хищники не только радуют глаз, но и готовятся к серьезной работе. Какие планы на птиц, расскажет Светлана Звонарева. Воробушкин! Так Алина Хайрудинова зазывает ястреба по кличке Джек Воробей. Немного подумав, птица все-таки прилетает и садится на руку. На отработку такого с виду простого трюка ушли недели тренировок. Он изначально был достаточно спокойным, на удивление. То есть птицы, которые намного агрессивнее, допустим. Некоторые изначально они кусаются, агрятся, кидаются, даже бывает такое.
Вот. А он изначально был такой достаточно спокойным. Однако, чтобы приручить даже спокойную птицу, нужно много терпения. Первое время тренерам приходится буквально жить с пернатыми на руках. Рабочая птица уже, вот такая вот, как воробей, да, то есть и то все равно он быстро очень дичает, и поэтому каждый день мы с ними занимаемся, прежде чем выйти вот так в лес, желательно хотя бы час-два его поносить. Сейчас в зоопарке живут 3 ястреба-тетеревятника. Эти птицы не занесены в Красную книгу, неприхотливы и умны. В будущем тренеры планируют организовать охоту с ястребами на лошадях. Светлана Звонарева, Ксения Шулакова, Ильнар Мустафин, ТНВ, Набережные Челны. Алмаз Гафиятов продолжит программу обзором спортивных событий, после чего информация о погоде. Я прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет в 21:30. Всего вам доброго. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Мы знаем нашу страну, а не адаптируемся к ней. Поэтому все необходимое уже в базовой комплектации. «Лада Веста». Новое поколение «Лада». «Лада» с выгодой 10%. Автоцентр «Парус». В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. На старт, внимание, надо брать! В «Пятерочке» уникальная акция «Надо брать». Шоколад бабаевский в ассортименте 100 граммов по 55 рублей. «Пятерочка». Надо брать. Артрит, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского завода «Алмак-01». Начинаем сезон скидок. Только 7 дней с 9 по 15 октября снижаем цену на аппарат «Алмак-01» в аптеках «Вита», «Вита-Экспресс» и аптеках низких цен. Дилер Nissan номер 1 в Казани «Автоцентр Марка» представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 220 тысяч рублей. Подробности 4 пятерки 3 единицы. Очень многие люди бизнеса идут по дороге стресса, выгорания и потери смысла. Как можно с помощью коучинга повышать профилактику профессионального выгорания? В магазинах «Идеал» новая коллекция «Осень-2017». Обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Выключи стресс, включи релакс. Радио Релакс FM. Ой, папа, вас мама и тут и там показывает. Так это Теле7. Все, что в нем есть, все показывают. Маму в телевизоре, наш ужин в духовке. А выходные? И выходные. Так, куда пойдем, в кино или в цирк? На каток. Теле7. Хорошо, когда мы вместе. Ищешь иномарку? Выбирай Datsun в новом автоцентре «Марка». Грандиозные скидки в честь открытия. Стань первым обладателем Datsun по спеццене. Звони 4 пятерки 3 семерки. Шулай инде ул, яхшысы да яманы да бер-бер артлы килә. Ә мин синең җырларыңда үземә юаныч таптым. Син җырлыйсың, ә мин кушылам. Әлфия Авзаловага багышланган хәтер кичәсе. Сагыну. Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5-нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Победная серия прервалась. Хоккеисты Акбарса уступили на выезде московскому «Динамо». Хотя подошли к этой встрече команды с разным настроением. Барсы выиграли 4 матча подряд. Москвичи, наоборот, в 4 домашних играх проиграли. Кроме этого, в составе динамовцев много хоккеистов, выступавших ранее за Казань. Один из таких — Михаил Варнаков. Он и стал героем поединка. Сначала забросив 2 шайбы в основное время, а дальше Варнаков смог стать автором победного буллита. В составе Акбарса отличились Такранов и Марков. Буллит забросил Федор Малыхин, однако даже его шайба не спасла команду от поражения. Завтра наши отправляются в Ярославль, где проведут встречу против местного «Локомотива». Начало в 19:00, прямая трансляция на нашем телеканале. Если честно, такой ритм сейчас игровой идет, что особо тут уж не понимаешь, что ты с бывшими или с кем там играешь, поэтому, но немного, конечно, удивительно, все знакомые, больно много знакомых на льду. Но так, обыкновенно тяжелый матч.
В новый сезон с крупной победой девушки из волейбольного клуба «Динамо Казань» стартовали в чемпионате России матчем против Ленинградки. В этом межсезонье команде удалось сохранить лидеров. Также ряды чемпионок пополнили опытные новички. С первого сета казанские волейболистки не оставляли шанса соперницам на подаче. Новичок команды Наталья Мамадова и Ирина Воронкова подавали на вылет. После чего Ленинградка посыпалась. Все три партии завершились разгромным результатом. Казанскую атаку и блок в этом поединке было не остановить. Следующий матч пройдет в Москве 16 октября против одноименного клуба «Динамо». Там и станет понятно, насколько казанский клуб готов бороться за чемпионство в текущем сезоне. У нас был этот соперник, и мы действуем по мере поступления задач. С этой задачей мы справились. Следующая задача «Динамо Москва». Вот завтра выходной, и начнем разбирать, готовиться. Баскетболисты «Уникса» также порадовали. В первом матче Кубка Европы казанцы играли в Андорре с одноименной командой. Отметим, что в этом поединке на площадку вышли два родных брата. Друг против друга пришлось играть Кина Колому и Гелему Колому. В дуэли испанцев сильнее оказался старший брат, тот, который выступает в «Униксе». По итогам 4 партий команда Привтиса выиграла 68-76. Отметим, что все 12 сыгравших за «Уникс» в этот вечер баскетболистов набрали очки. Последним это сделал Павел Сергеев за 69 секунд до финальной сирены. А самым результативным стал Джамар Смит. На его счету 15 баллов. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Завтра в Татарстане ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Подробнее после полезной информации. Шкаф-купе по вашим размерам быстро и качественно. 3D-проект шкафа, доставка и установка бесплатно. Только в октябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет малооблачно и без осадков. Ночью всего 0 градусов, днем воздух прогреется до 12 градусов выше нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночные температуры +2, днем до 12 тепла. На севере республики Менделинске, Агрызе, Менделеевске также осадки маловероятны. Ночью 1 градус тепла, днем +10. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси малооблачно, но не исключены небольшие осадки. Ночью +1, днем столбики термометров покажут 9 градусов. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Дрожжаном облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, +5. Днем осадки не ожидаются и 11 градусов выше нуля. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше будет малооблачно, но не исключен небольшой дождь. Ночью +1, днем до +11. В последующие дни очередной циклон принесет в республику осадки. И еще одна полезная информация. Спонсор программы «Старейшая частная офтальмологическая клиника «Третий глаз» приглашает всех желающих для проведения всесторонней диагностики и необходимого лечения с использованием новейших моделей офтальмологического оборудования. Всегда рады вам помочь. Адрес: город Казань, улица Спортивная, дом 3. Катаракта. Клиника «Третий глаз» предлагает эффективное хирургическое лечение катаракты. «Третий глаз». 273 17 17. Высокий доход ближе, чем кажется. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только в октябре при оформлении сбережений по программе «Накопительная» предоставляем пайщикам сертификат на покупку бытовой техники. Все подробности по телефону 239 17 36. Город Казань, улица Чистопольская, 55. Спонсор программы – кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Ждем вас по адресу: город Казань, улица Чистопольская, дом 55. О погоде в столице Татарстана. Завтра в Казани ожидается малооблачная погода, но временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время +4, +6. Днем воздух прогреется до 10 градусов. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы и завтра составит 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя.
И еще одна полезная информация. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. Хотите почувствовать тепло? Хотите почувствовать заботу? Целебный, комфортный, уютный. Санаторий международного уровня. Пора в Бакирово.